Песня «Разлука» занимает особое место в репертуаре Заиры Алхоевой. Она была написана 7 лет назад, в нелегкое время ее жизни. Эту же песню, посовещавшись с коллегами, определила для участия во Всероссийском международном творческом конкурсе «Таланты Родины». Автор этой песни, всеми нами известная, всеми любимая, скажу, Мадина Барахоева мне написала и музыка, и слова ее. У меня вот в жизни произошли изменения. Сидя вот со мной разговаривая, слушая мою судьбу, вот мое разочарование, мои страхи, она сидела, что-то писала. Я думаю, что она пишет? А я еще раздражалась. Вот я вот рассказываю свою боль, свои трудности, а она все пишет. И Мадина, я говорю, ну что вы там пишете? Заирочка говорит, это я песню, говорит, о твоей судьбе, о твоей печали, и все, типа, вот пишу. И в итоге, благодаря этой песне и своему проникновенному исполнению, Заира стала лауреатом первой степени в номинации «Вокальное творчество». Заира не рассчитывала занять призовое место, долго отказывалась от участия, так как давно уже не поет на большой сцене. Но коллеги поддержали, даже настояли. Я, честно, не ожидала, так как я в последнее время редко выхожу на сцену. Большинство у меня время я провожу с детьми, поэтому я не ожидала. Но коллектив всегда вот был уверен, было за меня. Я вот думала, ну не надо, я не буду, все равно не получу я это первое место. А они говорили, утверждали, нет, ты получишь. Заира Алхоева – заслуженная артистка Ингушетии. Петь начала с 13 лет. В Ингушетии окончила колледж искусств. Позже получила профессиональное музыкальное образование в Краснодаре. Последние 10 лет она реже появлялась на сцене, но вкладывала много сил в обучение юных талантов. И уже больше года работает педагогом вокала в Доме культуры «Барсуки». Это очень интересно, потому что у маленьких детей, вы знаете, у них свое мнение. Вот я говорю, вот так вот руку поднимите или вот так вот скажите, вот, а можно вот так вот? А вот я вот чувствую, хочется мне вот так вот, в эту сторону. Я говорю, может, правильно вот так? А давайте, Заира Умаровна, вот так вот попробуем сперва. Сперва мы смотрим то, что нравится детям, потом только говорим то, что мы хотим. Старания преподавателя по вокалу не остались незамеченными. Внимательное отношение Заиры к творческому потенциалу детей пополнило копилку побед культурного учреждения. Ее воспитанница Амина Акталиева стала лауреатом первой степени в номинации «Вокальное искусство» во втором открытом всероссийском конкурсе «Российский берег». Несмотря на то, что кружковые занятия здесь начались только в прошлом году, достойными результатами порадовали и другие работники и воспитанники ДК. Мы принимали участие в нескольких конкурсах международных. У нас имеются места Мальсагова Зарета Магомедовна. Это у нас по декоративно-прикладному искусству является лауреатом второй степени и третьей степени международного конкурса «Российский берег». Также наш аккомпаниатор Маматова Мелисса Султановна является лауреатом второй степени международного конкурса «Российский берег». Также дипломатом первой степени 8-го международного IT-ТВ конкурса талантов стала Лина Даурбекова. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» представила рисунок «Зимняя сказка». По возрастным категориям, и поэтому в соответствии с возрастным категориям, средняя категория, она является уже дипломат первой степени в своей категории с работой «Зимняя сказка». В ожидании призовых мест сейчас и другие воспитанницы кружка по изобразительному искусству. 5 работ направили на участие в республиканском конкурсе «Моя родная Ингушетия», который проводит музей ИЗОВ в честь 30-летия Ингушетии. Одна из участниц – Ясмина Ужахова. Она считает, что составит достойную конкуренцию в созданном произведении, уверена, но все же участие считает куда важнее победы. Я нарисовала рисунок, картину, пейзаж «Мои родные просторы». И что там было изображено? Мои родные горы, башни, наши родные деревья. Тебе эта тема близка вообще? Конечно, близка. Наши родные края. Тяжело даются? Нет. Нет, вообще не тяжело. Если ты заинтересован работой, то тебе не сложно.
Судя по результатам, несмотря на небольшой срок работы, учреждение не отстает от других культурных организаций. В Доме культуры созданы все условия для развития творческого потенциала людей разных возрастов. Большой актовый зал, библиотека с книгохранилищем, просторные учебные кабинеты и не только. Благодаря нацпроекту появились кружковые занятия. Местные дети активно занимаются хореографией, декоративно-прикладным и вокальным искусством. Диана Дударова, Рамзан Зурабов. Новости 24.